Телеканал Russian Travel Guide – ваш надежный гид по стране. 24 часа в сутки он рассказывает о самом интересном, что есть в России. И сегодня Russian Travel Guide представляет вам десятку самых увлекательных путешествий по территории Ударского района Республики Коми. Эта земля похожа на затерянный мир из фантастического романа. Редкие человеческие поселения прячутся в океане тайги, где, согласно местным преданиям, можно отыскать следы таинственного исчезнувшего народа. Дороги здесь редки и обманчивы, они могут внезапно оборваться. Самые надежные магистрали — реки, рядом с которыми и существует жизнь. Древняя и загадочная северная земля Удара. Смотрите хит-парад туристических маршрутов Ударского района Республики Коми по версии телеканала Russian Travel Guide. Ударский район расположен на западе Республики Коми. Административный центр – село Кослон. Там есть краеведческий музей, и прежде чем отправиться в путешествие по Ударскому району, стоит познакомиться с предметами материального мира его жителей. Экспозиция музея рассказывает об истории и культуре края, о традиционных ремеслах и промыслах. Еще не так давно нынешние экспонаты использовались в повседневном крестьянском быту. Некоторые применяются и сегодня. Но есть и такие, которые вызывают у большинства посетителей удивление. Например, старинная дрель. С ее помощью сверлили даже камни. Все вещи в музее подлинные. Каждая имеет свою историю и помнит тепло рук хозяев. Об этом говорят и таинственные символы, вырезанные на орудиях труда и предметах быта. Это пасы – родовые знаки, которые применялись коми-народом не только для обозначения собственника, но и в качестве фирменного клейма. Деревенские мастера-ремесленники ставили их на своих изделиях, предназначенных для продажи. Клеймо было одновременно и рекламой, и знаком качества. Экспозиция древнего быта. 10-е место нашего хит-парада. Испокон веков главным занятием местных жителей были рыболовство и охота. Не случайно на старинном гербе Удара изображена лисица. Герб входил в число первых 26 титульных гербов российских территорий, изображенных на большой печати царя Ивана Грозного. В XVI веке Удара была отдельным княжеством в составе России. Археологические находки, представленные в Краеведческом музее, свидетельствуют, что еще в V веке в этих краях существовала развитая цивилизация. На территории Республики Коми археологи находят множество культовых предметов звериного стиля. Например, бронзовый медведь, символ ума и силы. Он был обнаружен археологами в 1973 году. Коллекция древних артефактов. 9-е место. В путешествие по Ударскому району Республики Коми лучше всего отправляться по реке Мизень. Она претендует на звание самой чистой магистральной реки Европы. Местные жители поэтично называют Мизень ожерелье Удары. До середины 1990-х годов в верховьях Мизени велись активные лесозаготовки. Здесь были построены поселки лесорубов и дороги. Сегодня поселки заброшены, а дороги просто уходят в лес, никуда. Но с их помощью можно попасть в заповедные места, богатые дичью, зверем, рыбой и природными достопримечательностями. Река Мизень, 8-е место. Недалеко от берега реки Мизень течет ручей, который называется «Пять невест». 5 бурлящих прохладных струй бьют из холма, готовые напоить усталого путника. Согласно поверьям, белая глина в ручье обладает чудесными свойствами. Достаточно молодой девушке съесть ее кусочек, как она удачно и скоро выйдет замуж. Тот, кому такое чудо без надобности, может просто запастись вкусной питьевой водой. Ручей «Пять невест» — наше 7-е место. В 55 километрах от райцентра находится деревня Макарып. Она славится на весь Ударский район мастерами, изготавливающими лодки традиционной для этих мест конструкции. Кроме гвоздей, они используют исключительно местные материалы. Причем некоторые изогнутые детали лодки не выпиливаются, а подбираются из кривых корней и суков. Сохраняя структуру древесного волокна, они обладают непревзойденной прочностью. Именно на таких лодках путешествовать по реке особенно приятно, полностью погружаясь в атмосферу здешних мест. Деревня Макарып, 6-я позиция.
Заповедная деревня Удара до сих пор прячет в глубине лесов нечто таинственное. Из того далекого прошлого, откуда дошли до нас легенды о колдунах, пророках и загадочном исчезнувшем народе. Больше других населенных пунктов окружено мистическим ореолом село Чернутьево. Согласно древним преданиям, на месте этого села стоял главный город Чуди Белоглазый. Этот таинственный народ жил в соседстве с ударскими коми. Считалось, что Чудь владеет магическими знаниями. Сегодня путешественник вряд ли встретит в селе Чернутьево призраки прошлого, но окунуться в прошлое поможет самодеятельный фольклорный коллектив, который встречает туристов небольшой концертной программой. Помимо народных песен и плясок, гости могут увидеть сельский обряд помолвки будущих супругов. Юноши и девушки встречаются у ручья. Если девушка соглашается выпить воды из ладони молодого человека, значит, она готова соединить с ним свою судьбу. Радостное событие сопровождается танцами. Согласно местным поверьям, вода в ручье обладает магнетическими свойствами. Испивший ее путник захочет остаться в Чернутьево навсегда. И действительно, раскинувшееся на живописных холмах село манит неторопливой созерцательной жизнью. Село Чернутьево – 5-е место. Путешествуя по реке Мизень, можно отлично порыбачить. В ней водятся такие редкие виды рыб, как хариус или ясь. Также здесь ловят ельца, окуня, щуку, речную камбалу, миногу, а также ценных лососевых – сига и семгу. В изобилии они водятся ниже по течению, а хариус предпочитает быстрые холодные воды верхней Мизени. Хариус европейский – близкий родственник лососевых и сиговых рыб, которые населяют исключительно чистые хладноводные реки и озера. На всем протяжении реки множество мест, где рыбалка уловистая, и вам точно повезет. Рыбалка на реке Мизень – 4-е место нашего рейтинга. Наконец, мы подобрались к тройке самых интересных туристических маршрутов и видов отдыха на таинственной земле Удары. Но сначала напомним о тех, что завоевали предыдущие 7 позиций. Прежде чем отправиться в путешествие по Ударскому району, стоит посетить краеведческий музей. Экспозиция древнего быта на 10-м месте. А на 9-м месте коллекция древних артефактов. Археологические находки, представленные в краеведческом музее. Местные жители поэтично называют ее ожерелье Удары. Река Мизень – 8-я позиция. Согласно поверьям, белая глина в этом ручье обладает чудесными свойствами. На 7-й строчке ручей 5 невест. Здесь живут мастера, которые делают лодки традиционной для этих мест конструкции. На 6-м месте деревня Макарып. Согласно древним преданиям, на месте этого села стоял главный город Чуди Белоглазой – село Чернутьево, на 5-м месте рейтинга. На всем протяжении этой реки множество мест, где водится рыба, в том числе редкая. Рыбалка на реке Мизень – 4-я позиция хит-парада. А теперь лидеры хит-парада туристических маршрутов Ударского района Республики Коми. Удара — это заповедный, полный тайн и загадок мир, где на десятки километров не встретишь людей, но порою можно столкнуться с чем-то необыкновенным. Скользя по водной глади реки Мизень, можно за целый день не встретить ни одного человека. Зато, как утверждают местные жители, можно встретить призраков. Например, истинную, мистическую владычицу этих мест, женщину по имени Мича Ичмань. Происходившая из Чуди Белоглазой, она когда-то давно потеряла свою семью и превратилась в привидение. А жители села Глотово рассказывают о жутковатом, но безобидном черном человеке, обитающем в местных лесах. Быть может, все это фантазии, рожденные существованием среди огромных необитаемых территорий? Или все-таки заповедная деревня Удара до сих пор прячет в глубине лесов нечто таинственное из того далекого прошлого, откуда дошли до нас легенды о колдунах, пророках и загадочном исчезнувшем народе? И даже христианские святыни здесь необычные. Например, камень на окраине деревни Патракова, похожий на голову медведя, а на нем след, как от медвежьей лапы. Легенда гласит, что много лет назад медведи повадились задирать домашний скот. Тогда жители деревни Патракова стали усердно молиться. И 28 июля, в день святых покровителей домашних животных Ирика и Улиты, медведи чудесным образом ушли.
а уходя оставили на камне отпечаток медвежьей лапы. С тех пор день 28 июля в деревне Патракова почитается как особый праздник. Мистические места Удары. 3-е место. Деревня Патракова расположена в 110 километрах от райцентра села Кослан. Туристов здесь ждут уютные гостевые дома и традиционные деревенские угощения. С пылу с жару картофельные и ягодные шаньги, рыбные пироги, черри-нянь, ароматный чай на целебных травах. В похожий летний день накрыть стол можно на улице и лишний раз полюбоваться красотой здешней природы. Дома и хозяйственные постройки в Патраково традиционной северной архитектуры. Сегодня деревня выглядит примерно так же, как во времена легендарных героев и колдунов. И как здесь не поверить в старинные предания? Деревня Патракова. 2-е место хит-парада Russian Travel Guide. А на правом берегу реки Мизень, в 30 километрах от деревни Патракова, расположена Иоанникиева келья. Согласно ударским преданиям, на берегу реки Мизень состоялась решающая битва между язычеством и христианством. Святитель Стефан Пермский с помощью целой дружины воинов убил могущественного колдуна Милейку, а после крестил здешний народ. И сегодня со всей Удары люди едут поклониться православному монаху Иоанникию. Рассказывают, что вел он жизнь отшельника, и был у него волшебный конь, который ходил по водам. На этом коне Иоанникий приезжал к людям, помогал и учил. После смерти старца на его могиле начали происходить чудеса, и местные жители построили там часовню. От берега реки к ней проложена широкая тропа, через ручей перекинут мостик. Говорят, Иоанникий утешает, исцеляет, помогает обрести смысл жизни. Люди верят и уже не одно столетие. Иоанникиева келья – наше 1-е место. Мы представили вам десятку самых интересных путешествий по Ударскому району Республики Коми. Возможно, ваша версия будет иной. Путешествуйте по России с Russian Travel Guide и составляйте свой хит-парад.